На ТНВ «Время новостей Татарстана», в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем в этом выпуске. В истории с банками поставили точку. Говорили сколько-то дней тому назад, и вчера говорили, что будет санация. Центробанк отозвал сразу лицензию у 3 банков, в том числе у Татфонбанка. Подробности у Альбины Минибаевой. Преобразование для образования. В первую очередь наша задача, воспитать в школьнике личность. Появятся ли международные разработки в татарстанских школах? В репортаже Александры Севастьяновой. Да будет свет, но с ОДН. Нас беспокоит в первую очередь цены. Почему жильцы и управляющие компании против отказа от общедомовых нужд, узнавал Рамиль Шайдуллин. Крах надежд. Центробанк сегодня объявил об отзыве лицензии Татфонбанка, Интехбанка и Анкорбанка. Официальная формулировка звучит так. Татфонбанк не исполнил федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. В том числе отмечено снижение собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. Офисы Татфонбанка сейчас закрыты, но выдача застрахованных сумм продолжается. Что же такое отзыв лицензии и что за этим последует? Ответы у Альбины Минибаевой. Куда проходить? Закрытые двери и отозванная лицензия. Для клиентов Татфонбанка ситуация патовая. Сейчас все, что могут узнать. Приблизительные сроки открытия отделений. Что-то работать не будем. А когда будете? Двери и ставни закрыты после того, как Центробанк отозвал лицензию у Татфонбанка. Все отделения уже закрыты. Всю информацию можно получить только вот по этим листочкам. А уже позже банк обещал объяснить, как можно будет выплачивать кредиты. Мне хотел бы узнать, должна ли я сейчас платить кредит банку, у которого банкротство. Мне бы хотя бы выписку получить. Ну, чтобы у меня документ какой-то был. У меня есть деньги. Утренние сообщения Центробанка расставили все точки над «и». Одно из обоснований своего решения – это неисполнение ТФБ, федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Следом от ЦБ еще объявлением Интехбанк и Анкорбанк тоже лишились лицензии. Клиентам банка сейчас остается только ждать. Ожидать судебного решения о признании этих кредитных организаций банкротами, назначении конкурсного управляющего и начало процедуры ликвидации. То есть распродажи всех активов и определение того, сколько денег можно будет выплатить кредиторам этих банков. Решение Центробанка обсуждается в Минэкономике Татарстана с самого утра. На санацию второго по значению Банка Республики не просто надеялись, этого ждали. Сегодня утром министр экономики Артем Сдунов в интервью Интерфаксу сообщил. Решение ЦБ об отзыве лицензии Татфонбанка стало неожиданным для властей Татарстана. Вы же знаете, шла работа. Ведь совсем недавно было принято решение стратегическим инвестором в вопросах санации может стать группа компаний «Таиф». Но решение Центробанка оказалось другим. И по мнению экспертов, кроме проблем с ликвидностью, ТФБ попал под общую волну. Это системная ситуация, связанная не только с Татарстаном. Значит, ситуация распространяется на другие регионы Российской Федерации. Достаточно большое количество банков, либо уже у которых отозвана лицензия, либо, вероятно, будет отозвана в этом году у большого количества банков и на следующий год то же самое. Работа с вкладчиками в Татарстане была одной из самых мобильных. За короткое время АСВ организовала выплату. И сейчас агентство по страхованию вкладов заверило, работа продолжается и будет идти в штатном режиме. Это сегодня подтвердили и в одном из банков-партнеров. Львиную долю мы выплатили, поэтому мы никакого ажиотажа не наблюдаем. Вкладчикам, заемщикам и юридическим лицам банков остается ждать. И если история закончится банкротством, то процедура может растянуться на долгие месяцы. Как правило, при банкротстве в первую очередь рассчитывается с физическими лицами, погашать заработные платы и налоги. И только потом юрлица. Альбина Минибаева, Марат Сайгараев, ТНВ, Казань. Президент Татарстана провел экстренное совещание с правоохранителями в связи с отзывом лицензии у Татфонбанка и Интехбанка. Поставлена приоритетная задача – не допустить вывод активов банка, включая задолженность по всем выданным кредитам, как физическим, так и юридическим лицам. Все это для того, чтобы добиться максимального обеспечения выплат пострадавшим клиентам. Рустам Минниханов подчеркнул, необходимо выявить всех причастных к кризису и привлечь их к ответственности.
И только что стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против Роберта Мусина. Об этом сообщает сотрудник пресс-службы. Сегодня не исключено и задержание банкира. Подробнее об этом во втором выпуске. И в эти минуты в Торгово-промышленной палате идет встреча рабочей группы с предпринимателями. На вопросы отвечают министры экономики и юстиции, а также представители прокуратуры. Прямое включение готовится к эфиру, и мы вернемся к этой теме. И сегодня Верховный суд Татарстана оставил под стражей еще одного фигуранта по банковскому делу. Апелляция начальника управления клиентских операций ТФБ «Финанс» Рустама Тимирбаева отклонена. Напомним, уголовное дело по ТФБ «Финанс» было возбуждено 2 февраля. По мнению следствия, от деятельности доверительного управления пострадало более 100 вкладчиков, а сумма ущерба превышает 90 миллионов рублей. Мы будем обжаловать эти решения. Однозначно мы видим основания для отмены этих решений. В том числе мы видим нарушение статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод. То есть мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека в том числе. С 6 лет до досрочного освобождения на свободу вышел Ильдар Курманов. Напомним, сын экс-министра юстиции Татарстана обвинялся в хищении 47 миллионов рублей у компании «Леруа Мерлен». Долг по-прежнему не возмещен. На имущество Ильдара Курманова, в том числе и недвижимое, был наложен арест. Первоначальный приговор 6 лет колонии общего режима смягчили до 3 колоний поселения с учетом срока домашнего ареста и содержания в изоляторе. Срок по приговору завершился сегодня. Весы прямо на снег. Обвес это или просчет? Нашему телеканалу предоставили видео, где инспекторы взвешивают КАМАЗ-цистерны, при этом весовое оборудование лежит прямо на снегу. Очевидцем стал один из представителей Ассоциации грузоперевозчиков Казани. Он убежден, действия автоинспекторов некорректны. Альбина Минибаева разбиралась, так это или нет. Засекаем. Неподготовленную поверхность, грязь, бросили какие-то железяки. Железяками автор видео называет эти весы, на которых и стоит КАМАЗ-цистерны. Владислав Абрамов и снимал на свой мобильный, как работают мобильные пункты по весовому контролю на Высокой горе. Попытки получить объяснения и разрешительные документы от инспекторов ни к чему не привели. Меня зовут Абрамов Владислав Борисович. Да. Я представляю интересы перевозчиков города Казани. Очень рад познакомиться. Покажите, пожалуйста, документы, если у вас есть они. Кому? Мне. Зачем? Возмутил цинизм вот это всего происходящего, что на глазах у всех они никуда не прячутся, вот куда-то в грязь, на снег, на неподготовленную поверхность положили весы и производят взвешивание с большими нарушениями. Владислав сам владелец транспортной компании и с подобными случаями на дорогах России встречается регулярно. Говорит, можно смонтировать полнометражный фильм о нелегкой судьбе тягачей. Но на Высокой горе, по мнению автора видео, инспекторы не только работали некорректно. После замечания водителей они собрали оборудование и тут же уехали. Центр Высокой горы, рядом дворец правосудия. Именно на этой площадке и развернули мобильный пункт по взвешиванию автомобилей. В самом отделе Высокогорского ГИБДД видео многие хоть и в глаза не видели, но о ситуации наслышаны. Разъяснять такую технологию взвешивания здесь не стали, но по телефонному разговору глава местного отделения ГИБДД пояснил, сотрудники не их отдела, значит, отвечать за работу не могут. Тоже сотрудник не мой, там по видео даже видно, он сверение показывает, то, что не Высокогорский. Дислокация составляется же управлением ГАИ, не мной. И куда они поедут, я не в курсе. Управление ГИБДД подтвердили, в этот день на Высокой горе действительно работал передвижной пункт весового контроля. В ведомстве провели служебную проверку. Выяснилось, инспекторы закон не нарушали, а весовое оборудование было установлено по правилам. Перед осуществлением процедуры взвешивания транспортного средства специалистами пункта весового контроля выбрана площадка с допустимыми продольными и поперечными уклонами в соответствии с установленными требованиями, регламентированными руководством пользователя и техническими характеристиками. В своем сообщении управление ссылается на руководство по пользованию автовесов, где указано, что поверхность для установки прибора должна быть твердой и ровной, и снег допускается только при использовании металлической решетки. По словам водителя Высокой горы, в этом месяце столичные инспекторы в их поселке развернули мобильный пункт как минимум дважды. 2 раза вот стояли здесь, экипаж. Это именно в феврале? Да. Владислав и его коллега с началом весны готовы пополнить коллекцию видеозаписи. Все они будут отправлены уже в Управление безопасности дорожного движения. Альбина Минибаева, Андрес Энтальцев, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань, Высокогорский район.
Перенос ОДН не выгоден никому. После того, как с 1 января платежи за общедомовые нужды переехали в графу «Жилищные услуги», появились всплески огромных платежей. Но управляющие компании за свет просто не добирают. Курьезы затронули всю Россию. Решить проблему в Казани собрались специалисты из 40 регионов страны. К чему пришли в попытке сделать проще, узнавал Рамиль Шайдуллин. Обычная лампочка может гореть сутки, за месяц в подъезде она нажигает внушительную сумму. Раньше жильцы могли выключать ее, чтобы платить меньше, а сейчас это делать бессмысленно, сэкономить не получится. ОДН в жилищных услугах – бич всей страны. Вместо киловаттов с января Россия платит за жилые метры. Несмотря на разные подходы, в регионах похожие проблемы. Где максимально может тратиться электроэнергия, да, то есть освещение подъезда, освещение этажа технического, освещение подвалов. Суммы за услуги резко выросли в Липецке. Здесь со сменой граф перешла и ответственность. Теперь за общий свет собирают не ресурсники, а управляющие компании. Норме второй месяц, по свету сильный недобор. Сейчас людям, например, по электроэнергии будет невыгодно экономить, будет невыгодно ставить счетчики, потому что за все будет платить как бы УК. То есть если люди платят в пределах норматива, все остальное будет платить УК. Ну, пусть они и платят. Зачем нам нужно что-то экономить? Нас беспокоит в первую очередь цены. Очень большая квартплата. Начисление по счет-фактуре каким-то непонятным образом. А вот в Казани переезд ОДН с графы в другую повел себя иначе. Заметно выросли суммы и пропала прозрачность. В десятках регионах разные последствия. Статистика страны показывает, пока нигде и никто не выиграл. Потому что должна была быть подготовка к переходу, расчет экономический. Только тогда нужно было сделать аккуратный перенос этих всех объемов. Последствия и вытекающие идеи сегодня обсудили на специальном совещании. В столице Татарстана юристы и управляющие компании, технические службы и ЕРЦ из десятков регионов. Все вот свои решения хотим изложить на бумаге, его передать нашему Минстрою и также депутатам Государственной Думы для того, чтобы улучшить все-таки состояние и жилого фонда, и для населения было удобно. Удобнее были приборы учета, отметили сегодня и участники. До доработки предложений остаются сутки. Инструкцию, как правильно сдвинуть балансовый балласт из одной графы в другую, участники планируют завершить завтра. Рамиль Шайдуллин, Айгуль Алимова, Андерсен Тальцев, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем пойдет речь далее. Уникальная книга и известный гость. Слово «живое» здесь используют тоже осознанно и умышленно. Что соавтор Российской Конституции презентовал казанским студентам, узнал Дмитрий Аренин. Без погон и с хвостами. Как собак готовят к службе, Лена Зинатуллина. И возвращаясь к ранее заявленной теме, с нами на связь выходит Рамиль Шайдуллин. Напомним, он находится в торгово-промышленной палате, где сегодня с предпринимателями встречается рабочая группа. Рамиль, добрый день. Расскажи, о чем же шла речь и какова обстановка сейчас в зале? Да, Алексей, здравствуйте. Только что завершилась встреча рабочей группы со вкладчиками, пострадавшими в ситуации Татфондбанка. Среди них были и физические лица, и юридические, были и соципотечники. Вкладчики боятся, что попросту не смогут забрать своих денег. Виной всему недавний звонок от агентства страхования вкладов, где якобы представитель АСВ сообщил одному из вкладчиков, что денег они не дадут даже с их текущих счетов. В общем, граждане, собственно, прибывают и убывают. В общей сложности единовременно здесь находилось порядка 50 человек в зале. Все проходит эмоционально. Все эмоционально реагируют на произошедшее. Ведь до последнего верили, что санация банка будет. И сейчас ждут, как ситуация будет разворачиваться дальше. И главный вопрос, вызвавший наибольшие, скажем, овации среди всех пострадавших, это будет ли правительство Татарстана оспаривать отзыв лицензии Татфондбанка. Следующая встреча с вкладчиками назначена на завтра. Алексей? Спасибо, Рамиль. Это было включение из торгово-промышленной палаты, где обсуждаются вопросы, возникшие в связи с отзывом лицензии у Татфондбанка. К другим темам.
Как рисовать без красок? Интерактивные онлайн-доски и матрешки как месяцы года. Образовательные новшества сегодня презентовали на Международном форуме образования России. Он стартовал сегодня в Казани. Перспективные проекты увидел Рустам Минниханов. Какие наработки заинтересовали президента и как изменятся школы республики? Об этом в репортаже Александры Севастьяновой. В преддверии форума масштабная выставка. Здесь компании со всей России представили свои самые передовые наработки в области образования. Заинтересованный взгляд разработки президент рассматривает с любопытством. Вот, к примеру, тренажер для компетенции WorldSkills обслуживания автомобиля. Красит без красок, а значит учит экономно, без трат на материалы. Выбираем цвет, которым хотим покрасить тот или иной элемент, насыщенность данного цвета, размер сопла, давление. То есть все как должно быть по правилам. На данном тренажере тренироваться легче, чем на реальных деталях, потому что ошибки можно сразу же исправить. А здесь игрушки с национальным колоритом, матрешки времена года, обучение через развлечение. Ими уже пользуются несколько детских садов Татарстана. Например, вот это дедушка-годовик. То есть это символ года, да? А вот эти маленькие игрушечки – это весна, лето, осень и зима. То есть это дети знакомятся в игровой форме с нашим окружающим миром. Лучшие образовательные практики на одной площадке. Ее создание давно обсуждалось, отметил президент. Татарстану есть чем гордиться. Это и стратегия образования. Благодаря ей на развитие привлекли 13 миллиардов рублей. Построили 35 школ, почти 200 садов, отремонтировали порядка 1000 учреждений. В этом году еще 3 новые школы. Станет больше и ресурсных центров для подготовки высококвалифицированных специалистов. Сегодня в республике их уже 20 современных ресурсных центров. Планируем к 2020 году их будет не менее 30. Именно ресурсные центры являются площадками для развития движения WorldSkills. Учитывая особенности и успехи регионов, в отдельности надо обеспечивать и общие подходы, чтобы создать единое, качественное образовательное пространство в стране. Наша главная большая задача всей страны – это строить наше будущее и представлять его в виде красивого здания. Мы долго можем спорить, какого цвета будут стены, какой будет начинка, но без фундамента ничего не получится. Фундаментом этого здания, нашего будущего, является именно образование. Тем не менее, индивидуальные задачи для образования остаются. Для Татарстана одна из главных – толерантное отношение к разным национальностям и религиям. Процесс мы, почувствовав необходимость, начали очень серьезно нанизывать и проводить в дошкольных образовательных учреждениях. В семье, в садике, в школе, в техникуме, в вузе нашей республики. Важность образовательной работы с детского сада отметил и Рустам Минниханов. Чтобы цепочка воспитания не разрывалась, нужны и передовые технологии, и новые методы. К примеру, уже практикуемые специализированные классы от высших учебных заведений. Александра Севастьянова, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Право в твердом переплете. Один из ярких политиков начала 90-х, бывший зампред правительства страны Сергей Шахрай, сегодня презентовал в Казани свою книгу «Конституционное право России». Такой взгляд на основной закон интересен тем, что Сергей Шахрай – соавтор Конституции России. Новую книгу-учебник уже назвали уникальной, а некоторые главы, как говорят, читаются как детектив. Что породило такие эпитеты, узнал Дмитрий Аринин. В Казанском федеральном университете Сергея Шахрая хорошо знают, любят, потому такой теплый прием и, собственно, здесь презентация новой книги. На встречу с автором помимо студентов пришли председатели Верховного и Конституционного судов республики. Такого учебника, вы знаете, не было и думаю, что в ближайшее время не будет. Это та самая книга о вкусной, здоровой и полезной конституционной пище. Учебник «Конституционное право России» – своего рода путеводитель в мире современных правовых реалий. Книга наводит мосты между теорией и практикой. Как говорит сам автор, это такое живое право. Причем слово «живое» здесь использую тоже осознанно и умышленно, потому что все разделы учебника написаны по решениям Конституционного суда Российской Федерации. То есть такое живое повествование должно дать ясную картину, как устроена и работает Конституция страны. Новая книга отпечатана 1000 экземпляров. Как говорят, с учебником будет интересно познакомиться не только студентам и юристам, но и всем желающим. Дмитрий Аринин, Андрей Корсинский, ТНВ, Казань. Второй пошел. Сегодня стартовал очередной очный этап проекта «Политзавод». 100 его участников будут учить, как быть законодателем, технологом и общественным деятелем. Курсы занятий продлятся до апреля. После этого участники проявят полученные знания и подготовят проекты по темам обучения.
от молодых законодателей мы надеемся, что они станут хорошей поддержкой, пройдут отлично стажировки у депутатского корпуса Республики Татарстан. Ну а направление политтехнологов, они пополнят наши ряды и будут нашей кадровой базой. Взрывчатку, наркотики, избежавших преступников они находят по запаху. С 2010 года в Казани работает кинологический центр, где готовят служебных собак для всей республики. Сейчас в татарстанских учреждениях УФСИН служат 300 животных. Как готовят четвероногих помощников, узнала Лина Зинатульна. Для пса-чака найти преступника по запаху – дело нескольких секунд, ведь служебные собаки чуют след даже 3-часовой давности. В кинологическом центре четвероногих бойцов готовят для всей республики. На 1,5 гектарах есть все для возможных заданий – обыскать местность или транспорт, найти вещь или человека. Умеют не только найти, но и обезвредить. Это репетиция лобовой атаки. Защитный костюм – необходимость, ведь собака не отличает учебную команду от настоящего задания. Насколько грозный, настолько и послушный. Понимать хозяина и точно выполнять указания – основа воспитания служебной собаки. Галина Булаева тренирует их больше 20 лет. Каждому псу свой подход. Обязательно угощение, пищевое подкрепление или игра в какие-то любимые предметы для собаки. Сидеть. Вот для него это мячи. А бренду уже племенная собака. Немецкая овчарка редкого черного окраса. Породистых щенков здесь разводят специально. Этим малышам нет и недели. До 3-месячного возраста они будут жить здесь, а дальше начнут готовиться к службе. Чаще всего служебные собаки помогают полицейским искать наркотики. 26 случаев за прошлый год. В Альметьевске караульная собака не дала сбежать заключенному, а в Мензелинском районе вышла на след виновника смертельного ДТП. Лина Зинатульна, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Назад в 90-е в Казани состоялось открытие выставки, посвященной концу 20 века. Более сотни экспонатов, и у каждого своя история. Большинство из них подарены очевидцами событий. Вместе с гостями выставки во времена малиновых пиджаков и пейджеров окунулся Сергей Хайдаров. Варианты фанта, кока-колы, швепса. Мне кажется, достаточно органичная и красивая упаковка. В наше время содержимое этого холодильника – редкость. Напитки либо уже сняли с конвейера, либо дизайн изменен до неузнаваемости. Выставка, посвященная 90-м годам, только в первый день собрала десятки людей в Центре современной культуры «Смена». Все они будут не только вспоминать, но и писать историю. Там просто автомат работает, который по пересечению определенной линии включает камеру. После 3 недель мы сделаем какую-то еще видеокомпиляцию из свидетельств людей сегодня. Выставку делают сами татарстанцы, говорят организаторы. Большинство экспонатов предоставлены очевидцами тех лет. Здесь и любимые атрибуты криминальных авторитетов, и даже личные фотографии татарстанцев. Пожалуй, одними из самых культовых предметов 90-х годов можно по достоинству назвать вот такие игровые автоматы. Они пользовались чрезвычайной популярностью, потому что именно здесь люди могли очень быстро как выиграть, так и проиграть абсолютно все деньги. В наше время такие игры запрещены, и поэтому этот автомат принимает исключительно испорченные монеты. Проверим свою удачу. Здесь каждый экспонат живой, и жизнь его только начинается. В планах организаторов превратить выставку истории Татарстана 90-х годов в музей. Сергей Хайдаров, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Эфир продолжит программа «Вызов-112». Чудом осталась жива в Нижнекамске 6-летняя девочка. Выпала из окна 9-го этажа. Все подробности через несколько минут. Ну а сейчас о спорте и о погоде. И до встречи в 21:30. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Настроение приносите. К столу мы уже все в пятерочке купили. Там всего праздновать и перепраздновать. Шоколад Альпенгольд в ассортименте 90 граммов по 42 рубля. Пятерочка выручает. Мобильная связь «Летай» для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц.
В автоцентре «Марка» невозможное возможно. Купи новый Nissan 2017 года по прошлогодней цене. Звони 4 пятерки 3 единицы. Срочно продается оборудование для боулинга. Выгодно. Подробности по телефону 279 31 25. Выгодная ипотека 9,9% на квартиры в жилом комплексе «Гармония», дом 1. Телефон офиса продаж 843 233 0303. Живите в гармонии. Только в марте приходи в аквапарк «Ривьера» и получи второй билет в подарок. Вот и весна пришла, пора обновляться. Море выбора весенней одежды и обуви по низким ценам на вьетнамском рынке. Ждем вас по старому адресу. Казань, журналистов 100. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. Артрит, остеохондроз, гипертония. От этих и других заболеваний может помочь аппарат Елатомского завода «Алмак-01». Акция. Специальная праздничная цена на «Алмак-01» в аптеках «Примула», «Саулык» и государственной аптечной сети. Специальное предложение УАЗ «Патриот» от 690 тысяч рублей. Будь уверен на дорогах. В лаборатории «Манол» каждый день кипит работа. Наши инженеры разрабатывают новые формулы, чтобы двигатель работал чище, дольше, стабильнее, мощнее. Уникальные инновации «Манол». Это немецкий взгляд на то, каким должен быть ваш автомобиль. Команда! Совершенство доступно. 8 март жетем. Хотынга нәрсе бүләк итәргә? Фен, блендер, пылесос. 18 март. Филармония концертлар залы. Болгар радиосы концерты. Концертка билетлар алам. Аңа да бүләк. Үзем дә ял итәм. Добрый вечер, новости «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Акбарс в полуфинале Восточной конференции. Для выявления победителя зеленого дерби понадобилось 5 матчей. И, наконец, в Казани Салават Юлаев завершает свое выступление в сезоне. Барсы идут дальше. В напряженной атмосфере завершался каждый матч этой серии. Голы на последних секундах стали визитной карточкой татаро-башкирского противостояния. Ни один поединок не запечатлел на табло счет с преимуществом в 2 шайбы. Вот и сейчас лишь в овертайме Иржи Секач смог вывести Акбарс в следующий раунд плей-офф. Таким образом, казанцы ждут своего соперника, а пока есть время немного отдохнуть и настроиться на полуфинал. Для меня, наверное, как для всех болельщиков Татарстана, зеленый дерби, мы отомстили, можно даже так сказать, на сегодня, что за прошлый год добились победы. Сегодня, наверное, праздник у всего Татарстана, все молодцы, с победой, идем дальше. Победа как стиль жизни. 22 медали оказались в копилке сборной Татарстана после турнира «Московские звезды УШУ». В нем приняли участие более 600 спортсменов из 18 стран мира. Впервые соперниками татарстанцев стали родоначальники УШУ китайцы. Вторым этапом соревнований стал чемпионат России по спортивным видам единоборства. К слову, наши земляки смогли отличиться и там, завоевав 10 медалей. Вернувшись в Казань, представители татарстанского УШУ сразу приступили к тренировкам. Впереди у ребят новые старты, которые пройдут уже в апреле в Москве. Они станут отборочными на чемпионат Европы по традиционному УШУ. Тренировки проходят часто, 6 дней в неделю, по 1,5 часа. И ближе к соревнованиям мы начинаем гонять комплексы целиком, чтобы как раз по дыхалке не сдуваться и, в общем, смотреть нашу подготовку. Тем временем в Казани продолжается чемпионат России по спортивной гимнастике. Наталья Капитонова из Пензы стала победительницей в многоборье. Второе место заняла Елена Еремина, представляющая Санкт-Петербург. Третьей стала Евгения Шелгунова из Московской области. Для Ереминой эти соревнования стали первыми на взрослом уровне. Напомним, что турнир является отборочным стартом на чемпионат Европы, который пройдет с 19 по 23 апреля в Румынии. Чемпионат России завершится в воскресенье. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания.
Здравствуйте. В субботу в Татарстане ожидается нестабильная погода. Снег будет сменяться дождем и наоборот. Температурный фон сохранится повышенным. В Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно. Во второй половине дня со снегом. Ночные температуры -3, днем около 0 градуса. В Нижнекамске, Елабуге, Актаныши облачно. Временами также пройдет снег. Ночью -1, днем около 1 градуса тепла. На севере Татарстана пасмурный циклон. Временами со снегом. Температура воздуха около 0 градусов. На северо-западе ночью пройдет дождь, а днем снег. Температура воздуха +1. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном облачно. Ожидаются дожди, ночью сильные. Ночные температуры 0 градусов, днем до 2 градусов тепла. Для жителей центральных районов 4 марта будет пасмурным. Во второй половине дня пройдет снег. Ночные температуры -1, днем около 1 градуса со знаком плюс. В последующие дни теплая погода сохранится, а вот осадков станет меньше. 4 марта в Казани облачно. Ночью и днем пройдет дождь. Температура воздуха ночью 0 +2, днем +1 +3. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление пониженное 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха высокая 93%. Ожидается магнитная буря. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.